Всем привет, меня зовут Александр Дмитриев, кто-то знает меня как Саня, многие знают меня как Саня, и я сегодня здесь расскажу о нашем футзальном клубе Нарва Юнайтед. Мы, конечно же, не конкурируем, ни в коем случае не можем конкурировать с клубами большого футбола, несоизмеримые бюджеты, отличающиеся, но сегодня мы здесь не для того, чтобы разговаривать о бюджетах. Сегодня мы говорим здесь о том, что делает нас необычными и в чем наша концепция, которую мы уже второй сезон озвучили и декларируем, и наш девиз «We don't do ordinary». И вот уже 13 лет мы занимаемся нашей деятельностью, участвуем в чемпионатах Эстонии, конечно же, посещаемостью. Мы очень известны. Средняя посещаемость матчей Нарва Юнайтед в минувшем сезоне чемпионата Эстонии по футзалу составила 409 болельщиков. Это, в принципе, если вы сравните с показателями премиум-лиги, по-моему, если не ошибаюсь, пятый, может быть, шестой результат будет в большой футбольной лиге, да, с большими клубами, с большими бюджетами, с большими стадионами. Многие вещи мы за эти 13 лет делали интуитивно. Что-то у нас получалось, что-то не получалось. Но в конечном счете мы в один момент задали себе вопрос, а что мы вообще за клуб? И для чего мы это все делаем? Кто мы вообще как клуб? И когда появляется все-таки стратегическое понимание, об этом ты задумываешься, становится легче идти и легче принимать решения, и вообще легче понимать, на чем нужно фокусироваться в клубе, о чем задумываться. И в ту же самую очередь легче отказаться от того, что тебе в принципе вообще не подходит. В какой-то момент мы поняли, что мы вообще не хотим казаться больше, чем мы есть, чем мы являемся, да. Мы не хотим казаться профессиональнее, чем мы являемся, и мы не хотим казаться и в том числе и серьезнее, чем мы есть на самом деле. Все, что мы хотим и считаем правильным, это быть настоящими, такими, какие мы есть, вот со своими плюсами и минусами. И вот в этой подлинности, она подлинность сильнее, в данном случае желание показаться суперпрофессиональными. Спорт, как известно, и футбол в том числе, это и победы, и поражения. Мы из своих поражений не делаем каких-то громких высказываний, супер радости, но в том числе и в случае поражений мы не делаем из этого трагедию. Результат — это часть нашей жизни, но он, в принципе, не управляет ценностной нашей позицией никаким образом. Мы спокойно рассуждаем о неудачах, мы спокойно можем о них говорить с болельщиками, делать эти публикации, мы спокойно признаем свои ошибки и никогда не ищем виноватых снаружи. Ну, по крайней мере, стараемся, чтобы этого никогда не происходило. Потому что доверие строится на самом деле не на победах, а доверие выстраивается на поведении, открытости в сложных ситуациях. Мы у себя в клубе четко разделяем спортивную часть и коммуникацию. То, что происходит на площадке, это, в принципе, ответственность тренеров, игроков, возможно, и административного штаба. Но то, как мы объясняем нашему сообществу, это уже ответственность всего клуба. То есть то, как мы коммуницируем с болельщиками, какими словами мы с ними коммуницируем. И в своей коммуникации для нас важно избегать вообще какой-либо недосказанности. Например, если есть проблема какая-то, мы ее легко достаточно обозначаем, не скрываем ее. Если есть сложный момент, мы готовы о нем всегда говорить, дискутировать и обсуждать. Это делается не для какой-то там драмы, а для того, чтобы и не создавать, например, слухи, и для того, что мы готовы действительно говорить открыто и о плюсах всегда, и о минусах. И вообще считаем, что какая-либо недосказанность, она, например, разрушает доверие намного быстрее, чем плохие результаты команды. Мы считаем, что прозрачность — это никакая не слабость, это, наоборот, уважение. Ненавижу такие игры. Все бросили играть, а там 500 человек сидит. Я не знаю, что с ними делать. Пацаны, мы последние 10 минут 0-2. Забейте гол. 500 человек сидит здесь. Для нас любой домашний матч — это не просто 40 минут, 2 тайма по 20 минут
футзала и игры. Вся эта история намного дольше. Весь этот матч-дэй – это большая ситуация, но в то время как тренерский штаб и игроки планируют свою деятельность, скажем так, каждую неделю, мы занимаемся в Нарве перед своими домашними матчами также целую неделю планированием того, что будет происходить у нас вокруг футзальной площадки. Мы всегда думаем о том, будет ли удобно болельщикам, как сделать их жизнь удобнее еще при этом, будет ли комфортно семьям, которые посещают наш матч, будет ли интересно детям, да, как, может быть, сделать им еще повеселее поход на игру, и женщинам, чтобы свой какой-то интерес, да, на матчах был. То есть кому-то может показаться стандартная банальная фраза, вот это вот семейный поход на футзал, на мероприятие, но с самого первого дня существования Нарва Юнайтед это было важной частью нашей деятельности. И почему мы это делаем и для чего. Призы, многочисленные конкурсы, интерактив с болельщиками и вообще атмосфера позитивная на трибунах, это мы не считаем это дополнением вообще к игре. Это неотъемлемая часть события всего матч-дэй, события матч-дэй, ну, то есть игрового дня, да. Порой для нас эти вещи важнее, возможно, чем результат матча. Тренеры-игроки со мной, наверное, не согласятся, но глобально мысль-то простая, она высказывалась уже, если в лиге, например, участвует в премиум-лиге 10 команд, у нас в высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу 8, все же команды хотят выиграть чемпионат, но выиграет в итоге одна, и поэтому очень важно продолжать и постоянно поддерживать деятельность вот эту вот вокруг команды и вокруг матча, для того, чтобы болельщики понимали, что их ждут, и они важная часть команды. Мы всегда хотим, чтобы люди уходили с матча с улыбкой, независимо от того, какой результат получился на поле. Да, конечно, мы хотим выигрывать все матчи, как любая другая команда, но если болельщики получили для себя какие-то позитивные события, или они ощущают, что они есть часть команды, и даже если команда проиграла, они понимают, что мы не театр, в конце концов, то значит работа правильная наша. Нас частенько называют там, парни с нашего двора или ребята с нашего двора. На то есть, наверное, ряд причин, и у многих кто-то говорит, свои могут быть объяснения, но я всегда с гордостью говорю, что вы, наверное, единственный клуб, где условный президент во время домашнего матча выходит со шваброй на площадку для того, чтобы судьи позвали, и нужно площадку сделать сухой там, после падения игроков. Когда-то это началось, скажем так, из-за нехватки волонтеров, но со временем это переросло, это действие, да, и этот выход Олега превратился в нашу фишку, да, это такой символ даже матчей, и это может быть символ того, что в клубе нет никакой дистанции на самом деле, да, если нужно, мы все можем взять на себя какие-то роли. И вообще для болельщиков, например, даже такой момент, маленький, казалось бы, матча, это, в принципе, часть этого действия, часть атмосферы, и аплодисменты, улыбки вызывает, контакт, и... Ну что? Что вы тут делаете? У тебя... Ты видишь, что я в кино снимаюсь, мешаешь мне в кино сниматься. Иди, работай. Карпеныч он пришел, который хозяин. Иди, работай, Олег. Не мешай нам кино снимать. Да как работать? Нету этой тряпки. Тряпки нету. Ну, а как ты без нее? Две игры уже своими трусами вытираю. Как-то менять эту ситуацию. Я могу тебе свои подогнать на эту игру. Но у меня дырявые. Давай, иди, доставай. Все, не мешай нам. Во, человек. Про него и говорил. Ну и банальная вещь. Да, конечно, это, в принципе, вот такое лидерство. Это не место в какой-то там вип-ложе. Это, в принципе, участие, соучастие, да, желание тоже быть вместе, рядом с командой, с болельщиками и с этой атмосферой. Я в том числе в перерыве как менеджер команды, как помощник тренера, и как человек, на котором там все коммуникации сходятся, я тоже понимаю, что я должен быть вместе с командой и в важных матчах, неважных, но для того, чтобы где-то какие-то диалоги, переговорить, что-то обсудить, может быть, помочь в каких-то там дискуссиях. Но так сложилось, опять же, исторически, да, по умолчанию, можно так сказать, что я всегда остаюсь в итоге в перерыве на паркете, на площадке,
Как правило, это не видно, если это идет трансляция, но люди, которые в Нарве на домашних матчах, они всегда знают, для чего я остаюсь на паркете на эти 15 минут. Постоянные конкурсы и розыгрыши подарков для болельщиков, множество призов. С каждым годом их становится все больше и больше, и мы этому только рады. И болельщики, я думаю, тоже рады. С микрофоном приходится вот настроение задавать на второй тайм, коммуницировать с болельщиками, опять же, какую-то шутку пошутить в чей-то адрес, услышать что-то в свой адрес, коротко там рассказать что-то о команде, какая-то новость. И еще один важный момент – это серьезность. Мы серьезный все-таки клуб, у нас серьезные задачи, стоят все 13 лет. И все 13 лет нас причисляют к неизменным претендентам на медали. Но серьезные задачи не требуют серьезного лица. Есть хорошая фраза, вообще, в принципе, я ее очень люблю: остерегайтесь людей с серьезными лицами, ведь все самые плохие вещи в мире происходят именно с таким выражением лица. Мы всегда стараемся добавлять нотку юмора. Это может быть самоирония, это может быть нестандартная какая-то афиша, это может быть какая-то веселая, необычная музыка к афише наших матчей, например, да? Какие-то шутки над собой. Это могут быть даже шутки над тренером, или над друг другом, или даже над руководством. Если кто-то улыбается при этом, значит, мы делаем это все не зря. Нам это нравится. И, скажем так, ordinary – это когда все слишком правильно и слишком формально. А мы стараемся избегать формализма. И, конечно, да, как я сказал раньше, мы вот стараемся делать всякие позитивные дела, но не обо всех позитивных своих делах считаем даже правильным рассказывать. Есть некоторые вещи, которые делаются только потому, что мы их делаем. И не надо из этого, опять же, делать какое-то шоу и там дополнительные там высказывания. Мы помогли, отлично. Много так наговорил, не знаю, было ли это интересно или нет, но это и есть те самые моменты, которые все объединяются в нашу идею «We don't do ordinary». Это не про шоу, это не про громкость наших высказываний, это не про пафос какой-либо, это про выбор. Про выбор быть честными, про выбор быть открытыми, про осознанный выбор не создавать дистанцию в коммуникациях там с болельщиками. И про выбор делать чуть больше, чем вообще от тебя, в принципе, ожидают. Даже если это просто швабра, или это просто улыбка, или это просто какая-либо помощь, которую мы смогли сделать, и нам не нужна для этого какая-либо огласка. И если болельщики уходят с матча с ощущением, что они являются частью чего-то настоящего, то значит мы все правильно делаем. We don't do ordinary – это всегда про выбор. Кто-то может делать ordinary, и это тоже его выбор, но мы выбрали как раз другую историю, non-ordinary.